Вы смотрите обзор экономических событий на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Торгово-промышленной палате России считают целесообразным отказаться от административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. И одним из возможных механизмов в Торгово-промышленной палате называют программы адресной помощи гражданам, а также меры поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки. Предложение предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума направлено на рассмотрение в Государственную Думу. Отдача от программы адресной продовольственной помощи может превысить вложенные средства в 1,6–1,9 раза, подсчитывают в Высшей школе экономики. По последней оценке Минпромторга, на поддержку малоимущих в виде продовольственных сертификатов может потребоваться 340 миллиардов рублей. В этом случае выгода для экономики составит от 544 до 646 миллиардов рублей. Такая помощь способна увеличить поддержку агропромышленного комплекса на 20%, уточняют в Высшей школе экономики. Тем временем адресность социальной поддержки может помочь добиться снижения уровня бедности в России вдвое в течение 3–4 лет. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, подход, предполагающий введение требований к получателям пособий, в том числе имущественный ценз, является правильным. Глава Счетной палаты также назвал допустимым ужесточение правил для получения выплат на детей от 3 до 7 лет. Сейчас такие пособия могут получить люди, у которых есть несколько квартир, дачи, участки и другие объекты недвижимого имущества. Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в закон о защите прав потребителей, которые позволят покупателям интернет-магазинов урегулировать споры с продавцами через портал госуслуг. Новый механизм должен заменить суды, которые слишком дорого обходятся обеим сторонам спора. Магазины теряют деньги на судебных издержках, покупатели – свое время и силы. Урегулирование споров через госуслуги позволит избежать суда и решить вопрос быстрее. Через специальный сервис можно будет подать заявку и открыть спор. Обратившийся получит возможность следить за стадией рассмотрения своего обращения, а также выбрать вариант урегулирования спора. Это возврат товара, его замена или получение скидки на будущие покупки. При этом платформа госуслуг позволяет идентифицировать заявителей, что позволяет сделать путь решения конфликта более прозрачным. Спрос на производство и строительство деревянных домов в среднем по России в первом квартале этого года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в условиях повышенного интереса к загородной недвижимости после самоизоляции, сообщили в Ассоциации деревянного домостроения. Почти половина компаний отметили, что рост объемов продаж в годовом выражении составил 20–30%. У 8% компаний продажи выросли вдвое. Кроме того, у большинства производителей и строителей деревянных домов количество заявок в первом квартале этого года увеличилось минимум вдвое, а 23% компаний зафиксировали 5-кратный рост. Всплеск спроса начался еще в разгар карантина в прошлом году. Кроме того, население продолжает проявлять повышенный интерес к загородному строительству в связи с ограниченным отдыхом за рубежом и опасениями новых вспышек коронавируса. Тем временем стоимость вакцины Корневак-Ков от коронавирусной инфекции COVID-19 для плотоядных животных уменьшена на 15% с 588 до 500 рублей, говорится в сообщении Россельхознадзора. Как пояснили в ведомстве, снижение стоимости стало возможным за счет увеличения спроса, а соответственно объемов производства вакцины. При этом рекомендуемая торговая наценка при дальнейшей реализации вакцины не должна превышать 30%. Вакцина Корневак-Ков – единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Основанием для разработки вакцины послужило создание инструмента защиты как для человека, так и для предупреждения циркуляции вируса в дикой фауне. Ущерб россиян от телефонного мошенничества по всей стране составляет от 3,5 миллиардов до 5 миллиардов рублей в месяц. При этом самой распространенной схемой является перевод денег на так называемый защищенный счет. Об этом рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов. На один колл-центр приходится от 3000 до 7000 вызовов в сутки. Из них половина недозвонов и менее 1% звонков срабатывает. Доход одного колл-центра около $1 миллиона в месяц. А таких колл-центров может быть десятки.
десятки, сообщил Кузнецов. В прошлом году в Сбер поступило 3 миллиона 700 тысяч жалоб клиентов на попытки мошенничества. По данным банка, злоумышленники позвонили гражданам за год более 15 миллионов раз. При этом ущерб от этого вида мошенничества по сравнению с 2019 годом вырос вдвое. К этому часу все. Будьте в курсе экономических событий на Якутия 24.